16 апреля текущего года по поручению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Национальный антитеррористический комитет отменил режим контртеррористической операции на всей территории Чеченской Республики, который действовал в регионе с конца 1999 года. Принятое решение было призвано обеспечить условия для дальнейшей нормализации обстановки в республике, восстановления и развития ее социально-экономической сферы. Отмена КТО породила в республике новый национальный праздник и открыла новые возможности дальнейшего экономического роста и социального развития региона. Из-за режима КТО, по словам президента Рамзана Кадырова, многочисленные бизнесмены в странах Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока и Азии, проявлявшие повышенный интерес к Чеченской Республике, были несколько насторожены и неохотно вкладывали инвестиции в ее экономику. К тому же, по его словам, инвестиционный приток сдерживался отсутствием в республике международных авиасообщений, а соответственно и собственной таможенной службы. Каждый чеченец, каждый россиянин будет гордиться этим, что закончилась контртеррористическая операция. Это значит, мы выиграли у терроризма, у ваххабизма, выиграли борьбу и навели конституционный порядок. У нас территории Чеченской Республики главенствует закон и будет главенствовать благодаря тем людям, которые сегодня хотят вкладывать в республику, сегодня хотят участвовать с нами. Это наши братья-мусульмане из арабского мира, это Европа, это Восток, Азия. Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможенны, а богатые люди всегда ищут безопасное место. С отменой режима КТО переговоры между Чеченской Республикой и Росавиацией перешли на новую стадию. Главный вопрос, который интересует последние месяцы жителей республики – получит ли Грозненский аэропорт международный статус? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, но работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта для соответствия необходимым требованиям ведутся уже не первый месяц. А как же иначе? Ведь международный статус дадут только если аэропорт будет соответствовать всем техническим и другим международным нормам. Параллельно с этим ведется реконструкция самого аэровокзала и прежде всего здания, где для пограничников и таможенников создаются условия для работы. Создание в республике таможенной службы также является решающим фактором открытия международных авиасообщений. Восстановление аэропорта Грозный завершено в октябре 2006 года. Уже в марте 2007 года совершен первый за последние 10 с лишним лет пассажирский рейс по маршруту Грозный-Москва. Первоначально авиаперевозками из Грозного и обратно занималось унитарное предприятие «Войнах Авиа», в обязанности которого входит наземное обслуживание аэропорта. Авиарейсы на этот период совершались авиакомпаниями «Дагестанские авиалинии» и «Дон Авиа». Однако уже в июле 2007 года распоряжением правительства Чеченской Республики создается авиакомпания «Грозный Авиа». Ее учредителем выступает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. С июня 2008 года «Грозный Авиа» открывает регулярные рейсы в московский аэропорт Внуково. Придать аэропорту Грозный статус международного местные власти пытаются уже второй год, то есть с того самого момента, как из Москвы в нашу столицу был совершен первый пассажирский авиарейс. Спасибо вам большое. Это для нас очень хороший и приятный новость. Мы этого очень ждали десятки лет. Мы выполнили. Спасибо вам большое. Все это время мотивации отказа сменялись одна за другой, но с фактически одинаковой формулировкой. Неспокойная ситуация в Чеченской Республике, существование террористической угрозы. Даже забавно, зарубежных авиарейсов из Чечни не совершалось уже почти 10 лет, а иностранные наемники и террористы почему-то все же оказались в республике. Особенно странно формулировка безопасности выглядит на фоне сравнения криминогенной ситуации Чеченской Республики с ситуацией с соседним Дагестаном, например, откуда в последние месяцы приходит сообщение об активизации боевиков и очередном террористическом акте. А ведь, несмотря на это, из Махачкалы успешно летают самолеты в зарубежные страны. К слову, неутешительная оперативная обстановка из республик Северного Кавказа в последнее время приходит намного чаще, нежели из Чечни. И в эти моменты на ум приходит только одно разумное объяснение. Придание Грозненскому аэропорту статуса международного затягивается намеренно. Вопрос только в том, кому это больше нужно, или правильнее сказать, кому это выгоднее. Может, тем же соседям, которые не хотят отказываться от прибыли за перевозку чеченских клиентов или грузов, направляющихся в Чечню. Отдельные чиновники до сих пор открыто заявляют, что открытие Грозненской таможни и международных воздушных сообщений облегчат преступным группировкам в республике налаживание криминального бизнеса и затруднит противодействие этого со стороны федеральных структур.
Почему-то в Дагестане, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии, где обстановка напряженнее, чем в Чеченской Республике, могут быть и таможни, и международные аэропорты, а у нас нет. По меньшей мере, это несправедливо. Но и здесь, забегая вперед, отметим, что в этом плане уже даны соответствующие поручения. На последнем заседании антитеррористической комиссии Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что аэропорт Грозный, впрочем, как и все остальные стратегически важные объекты, находится на постоянном контроле у федеральных и республиканских органов исполнительной власти. Элементарные вопросы, надо сказать, что надо решать, когда вообще незначительные штучки, так вот посмотреть, мы можем сегодня-завтра закрыть и решить вопрос. Вот там был у нас руководитель, господин Сатуев, все, что необходимо, все, что он говорил, решали, выделяли, а на самом деле ничего не делалось. Новый руководитель, который днем и ночью работает, который взял ответственность и подход правильный к делу. Решать аэропорт, это стратегически важную и необходимую для развития экономики республики, для жизни населения, если дороги, воздушные, транспортные, значит, в республике Елхарю как раз. На протяжении последних 5 лет мы то и дело слышим, что Чеченская Республика является ненасытным донором Москвы, которая якобы пользуется ее дотациями. Но при этом желание республиканских властей прочно встать на ноги и иметь свою жизнеспособную экономику многими воспринимается как шаг к сепаратизму или экстремизму. В чем логика, остается загадкой. Бесспорно, что международный статус Грозненского аэропорта не решит всех проблем. Однако это будет способствовать развитию в регионе малого бизнеса. Чеченским челнокам, прибывающим с товаром из-за рубежа, не придется больше пересекать границы по дороге домой, пополняя бюджет соседних республик и, как следствие, карманы нечистых на руку милиционеров. Среди плюсов для республики можно также выделить вопрос ежегодных перевозок чеченских паломников в святые места Мекки. И актуальный на сегодняшний день для республики вопрос скорых перевозок стройматериалов из Европы и Турции. А если забежать вперед, в Чечне успешно могут раскрутиться всевозможные туристические фирмы. Данная ниша свободна аж с начала 90-х годов прошлого столетия. В совокупности все это даст региону неплохое пополнение в местный бюджет. Вопрос придания международного статуса аэропорту Грозный с мертвой точки сдвинулся всего 4 месяца назад. Вопрос международного статуса решается в Москве. Месяц назад Рамзан Кадыров с соответствующим письмом обратился к главе государства Дмитрию Медведеву. А в самой республике с нетерпением ждут важного решения федеральных властей и тщательно к этому готовятся. На Медне Рамзан Кадыров встретился с председателем правительства Одессом Байсултановым, который доложил, что к 20 августа планируется завершить основную часть подготовительных работ для придания аэропорту международного статуса и открытия при нем таможенного поста. Вы опережают документы. То есть, короче, в первую очередь, постановление правительства Российской Федерации о открытии таможенной поста Яции, услуг, опережает. Тогда обосновать, что поезды из федерального ящик, сега решение в течение 3 недель поездовые хранилища, они окончательно сроки. То есть основная работа будет закончена 15-20 августа для передачи на аэропорт. Ведь он полный пакет документов дает. والفرق ويخافوا كده ويربورت بوق بتسلاقي حنسلاقي يوزني كده الأوكا موجة تلاقون تلاقي داغستان يا كبرد البلقان يا مزدوك يا روح حسن كانوا الصوم ده نهضر شو كده ده بيزنس كده صدق ويدونه ساكنش ده ساكن بتاع يحصل ناجو تكيش ده ساكن نيش لا كل شيء صار بتاع كاتشاب وردو كده ما должны пробивать كده صار صار ده ويدو قبل كده كده عن سنة ده شيء بلاتي президент страны наделил поручение كده страны عيال يشو باب يشو أنتوا عاتر اللي يقول شيء إشتانه ونيخ только ده честь достоинство совесть Бог كذا صندوق وش вообще до претензий не было, как любой такой же, а вот тогда не дальше, хабар конечно на он ويدون سير малейший дон, цена аэропорта и вот что условия подыхали. Битва за международный статус Грозненского аэропорта, как уже было сказано в начале, идет с самого его открытия. До последнего времени, несмотря на ряд достигнутых договоренностей, пресловутые третьи силы самым активным способом пытались противостоять данному процессу. Но, как говорится, надежда умирает последней. И хочется верить, что уже в ближайшие дни из Грозного будут открыты сообщения в самые разные уголки мира. А Чеченская Республика наконец наладит внешнеторговые и экономические связи. Планируется, что в этом случае основными направлениями для зарубежных полетов станут
станут страны, где проживает наибольшее количество выходцев из Чеченской Республики. Ожидается, что первый международный авиарейс будет совершен в одну из арабских стран.